Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер жана соода тармагынын өкүлдөрү. 6 июня Садыр Джапаров провел встречу с предпринимателями по вопросу внедрения и использования ККМ, электронных товаротранспортных накладных, электронных счетов фактур. На мероприятии также приняли участие глава Кабмина Акылбек Джапаров и глава Государственной налоговой службы. В ходе встречи стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при оплате налогов. Өзүңүздөр билгендей, акыркы 3 жылдын ичинде Государство за последние 3 года уделяет особое внимание реализации социальных программ, финансируемых из бюджета, которые в основном формируются за счет налогов и таможенных пошлин. Внедряемые проекты по цифровизации услуг налоговых органов направлены на сокращение теневой экономики, повышение участия потребителей и налогоплательщиков в борьбе с недобросовестной конкуренцией, на укрепление доверия между государством и бизнесом, а также на улучшение инвестиционного климата в стране. Ранее были даны поручения соответствующим госорганам по снижению возможностей уклонения от уплаты налогов, повышению прозрачности бизнес-процессов и увеличению сбора налогов. Учитывая большую роль предпринимателей в этом вопросе, данная встреча для нас важна. Для развития государства есть ряд важных факторов, в их числе развитие предприятий. По этому направлению мы уже 3-й год ведем плодотворную работу. В этом году мы запустим 100 предприятий, но чтобы построить и запустить в работу большие предприятия, в среднем требуется около 5 лет, а вот рынки работают бесперебойно. На данный момент все рынки страны выплачивают налоги до 1 миллиарда сомов. К примеру, в 2023 году из общей суммы выплаченных налогов доля рынков составила 0,5%. В стране в сфере торговли в среднем каждый второй предприниматель уклоняется от налогов либо занижает свои обороты. Поэтому мы активно работаем над этой проблемой мирным путем диалогов. Урматтуу ишкерлер, сиздерди кызыктырган суроолоруңуздарды, сунуш пикирлериңиздерди ачык айтып, талкууга катышып берсеңиздер. Предприниматели рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются при ведении бизнеса, и свои видения их решений. Они отметили, что поддерживают принимаемые налоговые изменения, но при этом просят учесть затруднения, которые у них могут возникнуть. В зоне особого торгового режима есть ЭТТН. Электронные товарно-транспортные накладные сегодня через мобильный телефон выписать невозможно. И поэтому предприниматели, которые там находятся, они сталкиваются с проблемой, что это, во-первых, специальный труд, который требует определенные знания, и, соответственно, тогда мобильного телефона недостаточно, надо еще поставить компьютер и принтер. Вот. И мы видим решение вопроса в следующем, что если сделать централизованно, чтобы выдавались ЭТТН, например, через Карго, который поставляет товары, потому что у них есть все исходные данные, и дальше Карго может и выдавать все эти ЭТТН. Мы на рынках можем предоставить возможность, чтобы создать пункты, где можно будет выдавать ЭТТН, и этот процесс таким образом будет сглажен. По вашему предложению мы готовы сейчас, вот мои коллеги из налоговой и Министерства экономики, коммерции слышат меня, в течение недели мы готовы механизм централизованной выдачи ЭТТН решить. По новому налоговому законодательству штраф составляет 1 миллион сом. Вот. 1 миллион сом для некоторых предпринимателей будет означать, в принципе, закрытие бизнеса полное. Также по новому налоговому законодательству этот штраф 1 миллион сом будет применяться также и к владельцам рынка, то есть компаниям, которые здесь сегодня широко представлены. Не ошибается тот, кто не делает ничего. В любом случае кто-то из 1000 арендаторов моих точно ошибется. Достаточно 1%, то есть 10 человек, и мы получим тогда штраф в районе 10 миллионов сом. Соответственно, для нас это тоже будет означать, не буду говорить громкое слово банкротство, да, но колоссальные риски. Относительно самих штрафов и применения их, вот как уже было отмечено на рабочей группе, мы договорились о том, что эти штрафы будут отодвинуты до 1 января 2025 года. Кроме того, вот, как уже Акылбек Сумович сейчас подчеркнул, что новые пункты по оформлению ЭТТН и СФ, непосредственно само администрирование, будут открыты пункты
который будет непосредственно первое время консультировать. Кроме того, мы с вами договорились о том, что мы также готовы будем нанять и аудиторские компании, которые непосредственно первое время окажут содействие нашим предпринимателям для того, чтобы вывести их. Рахмат. Чингиз Райханович, вы удовлетворены ответом? Если нет, то можете еще раз задавать вопросы для уточнения. Не бойтесь вообще, не бойтесь. Не то, что напугали, даже вот ладошки вспотели, Садыр Нургазджевич, на такой сцене как бы ни разу не говорили и так прямо откровенно. Откровенно, открыто говорите. Не стесняйтесь и не бойтесь. Я понимаю, для чего нужно 1 миллион сом, да, чтобы мы поняли весь груз ответственности и начали как бы очень серьезно относиться к этому. Я вас уверяю, Данияр Джолдошевич, никогда в жизни владельцы рынков и наши предприниматели не относились так серьезно к налогам, как на сегодняшний день. И вот цифра с 6 нулями, она в нас больше страха внушает, да, а когда человек боится, он допускает еще больше ошибок. Глава государства попросил министра экономики Данияра Амангельдиева уточнить, почему штраф составляет именно 1 миллион сомов. Когда разрабатывали и вводили новый налоговый кодекс, мы работали совместно с предпринимателями. Было принято решение, чтобы ответственность распространялась на всех. Такого режима, как 0,1%, нет нигде в мире. Кроме того, на рынке Дордой введен особый режим. Предприниматель сам сообщает о том, сколько составляет его товарооборот. Никто не приходит к нему и не проверяет его. Контролируется все через ЭТТН. Поэтому, если предприниматель скрывает свои налоги или показывает не полностью, то он также должен нести ответственность. Штраф 1 миллион накладывается только в том случае, если у предпринимателя нет ККМ-аппарата. Когда составляется договор между владельцем торговой точки и ее съемщиком, владелец должен проконтролировать наличие ККМ. Если он есть, но продавец просто не использует ее, то владельцы не несут ответственность. А если ККМ-аппарат отсутствует, то ответственны все. Поэтому отсюда и штраф в 1 миллион сомов. Заслушав информацию, глава государства поручил усилить разъяснительную работу с предпринимателями и организовать постоянное присутствие специалистов налоговых служб на всех рынках страны для консультаций. Он подчеркнул необходимость создания условий для сокращения теневой экономики и выразил готовность выступить арбитром во взаимодействии бизнеса и государства. Сыймах Мусаев, Мейримбек Джусупбекулу, ЛТР, Бишкек. Бүгінгі жиынға шақырылған, алар қатысып отырышат, сіздерге жооп беришет.